папа хотел, чтобы я была врачом. И других вариантов я даже не рассматривала. Я всегда училась так, чтобы поступить в мединститут. Заканчивала школу так, ходила на курсы. Поэтому всегда знала, что буду врачом. Я отучилась в интернатуре 2 года в больнице Семашко. Потом сразу пришла на работу. Это моя жизнь, моя работа, мои пациенты. Почти все мои пациенты, почти со всеми с ними я знакома более 10-15 лет. Бывает всякое на нашей работе. Заниматься детьми интереснее, чем взрослыми. И с детьми интересно то, что ты видишь эффект от своей работы, ты удовлетворение получаешь. Ты видишь маленького ребенка, к которому ты приходишь на 3-й день после роддома, у него еще масса проблем, у мамы масса вопросов. Вот. Потом проходит какое-то время, ребеночек подрастает, у него прорезываются зубы, он становится активным, социализированным, осознанным ребенком. Он идет в садик, он приходит к тебе за профосмотром в сад, он получает прививки, он идет в школу. И я уже достаточно много работаю, уже многие мои дети, которых я видела новорожденными, уже позаканчивали школу и сами готовятся к поступлению. Это дорогого стоит. Учитывая современную моду, некоторые мамочки ей следуют, отказываются от вакцинации огульно, не делают никаких прививок вообще. Я считаю, это неправильно. Вакцинировать детей нужно, да, может быть, нужно подходить к каждому ребенку индивидуально. Каждый человек, каждый ребенок – это индивидуальность. Вакцинация важна, вакцинация нужна. Необходимо проводить подготовку к вакцинации, необходимо обследовать ребенка перед вакцинацией. По возможности составлять индивидуальный план-график вакцинации, но вакцинировать деток обязательно нужно. Это на 80% предотвращает риск заболеваний в будущем ребенка. Особенно если мама планирует дальше ребенка социализировать, вести его на какие-то кружки, заниматься с ним в детском саду, ходить в школу. Это все важно и нужно. Однозначно бывают побочные эффекты вакцинации. Вот для этого нужно предварительное тщательное обследование, как можно более индивидуализировать подход к вакцинации. Какому-то ребенку одну прививку нужно сделать вот сейчас, какому-то позже, какому-то одну вообще исключить из плана графика вакцинации. Да, побочные эффекты есть, но если подходить к этому с умом, если подходить к этому грамотно, правильно, идти рука об руку с доктором, с мамой, тогда, в принципе, никаких проблем быть не должно. На летнее время есть у меня несколько советов. Да? Первое – это следить за температурным режимом ребенка. Да? Дети должны быть одеты по погоде, да? Хлопчатобумажную, натуральную, может быть не хлопчатобумажную, натуральную одежду, да? В один слой. Даже очень маленькие малыши, да, которые до годика не нуждаются во втором слое одежды в такую жаркую погоду. Второе – следить за водным режимом ребенка. Да? Даже если малыш забегался, да, на улице и не просит у мамы жидкость, да, мама должна этот вопрос отконтролировать. Если вы собираетесь ехать в какую-то поездку на море, навестить родственников, да, у вас всегда должна быть бутылочка обычной, не сладкой, не газированной воды. Вы должны постоянно малышу предлагать. Ну и будет еще такой совет, нужно постараться за летнее время, да, по возможности накормить ребенка сезонными овощами, сезонными фруктами, чтобы ребеночек набрался витаминов наших местных, ни мандаринов, ни апельсинов, ни бананов, а именно того, что вот сейчас в избытке есть на наших столах. Да?